Рекламная информационная программа «Новости банков Оренбурга». У микрофона Елена Костылева. Здравствуйте. Программу представляет интернет-портал bankyorенburga.ru, сайт для тех, кто стремится быть в курсе последних событий в финансовой сфере. С начала года объемы эквайринга в Поволжском банке выросли более чем на 20%. Всего к услуге подключено более 46 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей. Наибольший рост отмечен в Самарской области. Он составил 28%. Услуга предоставляется почти 10 тысячам компаний. В Оренбургской области клиентская база выросла на 22%. К эквайрингу подключено более 7700 клиентов. Эквайринг позволяет увеличить прибыль и снизить издержки благодаря увеличению потока клиентов и скорости их обслуживания. Собственный процессинговый центр Сбербанка может обрабатывать до 30 тысяч операций в секунду. Для клиента это означает быстрое списание средств за покупку или возможность быстрой отмены операций в случае ошибки. Терминалы Сбербанка могут быть мобильными и работать через интернет, что актуально для небольших магазинов или мобильных продавцов. Подключить услугу может любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги или занимающийся торговой деятельностью. Для этого нужно обратиться в отдел торгового эквайринга головного офиса Сбербанка или в ближайшее отделение, обслуживающее юридических лиц. При финансовой поддержке Россельхозбанка в Оренбургской области реализован инвестиционный проект молочного направления. В торжественной церемонии открытия нового животноводческого комплекса СПК «Колхоз» имени Кирова принял участие губернатор области Юрий Берг, который поблагодарил оренбургский филиал Россельхозбанка за вклад в укрепление агропромышленного комплекса региона. Строительство комплекса системы привязанного содержания на 400 коров было начато в июне прошлого года. Общая стоимость проекта около 85,5 миллионов рублей, из которых Россельхозбанк предоставил порядка 33 миллионов рублей. СПК «Колхоз» имени Кирова наш давний и надежный клиент, отметила директор оренбургского филиала Россельхозбанка Галина Менчикова. С 2007 года, когда началось наше сотрудничество, сельхозпредприятию выдано около 404 миллионов рублей, которые были направлены на сезонно-полевые работы, покупку сельхозтехники, приобретение животноводческого оборудования и племенных коров черно-пестрой породы, отметила Галина Менчикова. Индивидуальные сберегательные счета в той или иной форме уже давно существуют в развитых странах, причем в Соединенных Штатах Америки такими счетами на сегодняшний день владеют более 16,5 миллионов граждан, а в Великобритании ими пользуются более 13 миллионов человек. Эти и подобные механизмы помогают миллионам граждан развитых стран инвестировать свои сбережения, используя возможности фондового рынка и особые условия налогообложения. Российский аналог таких инструментов – индивидуальный инвестиционный счет. По словам директора филиала БКС «Премьер» в Оренбурге Альбины Барашкиной, популярность инвест-счетов превзошла даже самые смелые ожидания и прогнозы участников рынка. В России на сегодняшний день открыто более 95 тысяч таких счетов, из них более 15 тысяч в компании БКС. Индивидуальные инвестиционные счета постепенно становятся драйвером роста фондового рынка. Мы видим, что повышается интерес людей к инвестициям, и благодаря налоговым стимулам у каждого человека есть возможность попробовать свои силы на фондовом рынке. Поддержка со стороны государства уже говорит о том, что этот рынок – важная часть экономики и личного финансового планирования, резюмировала Альбина Барашкина. Это все банковские новости на сегодня. Программу представил портал Банки Оренбурга, интернет-ресурс для тех, кто ищет самую свежую информацию о банках. Адреса, телефоны банков, карта банкоматов, онлайн-заявки на кредит, курсы валют и самые последние банковские новости. Адрес сайта banki-orenburga.ru.